на прошлой неделе говорит то, что вызывает шок и в Меджлисе, и в крымско-татарской среде в Крыму. Давайте напомним, у нас есть синхрон Сергея Куницына о позиции его по автономии крымско-татарской в Крыму. Для того, чтобы вернуть территорию, да, в частности Крым, надо вернуть мозги людей, да, то есть надо перевернуть их сознание. Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым там 85% живет не крымских татар, мы не можем. Нравится это кому-то или не нравится это кому-то, но это факт. И не важно, сколько там перекати поля и сколько там империй прокатилось туда-обратно, там российских, османских и так далее, не важно. Сложилось то, что сложилось. Не учитывать фактор. Я понимаю и приветствую желание крымских татар, и я за то, чтобы был принят закон о крымско-татарском народе, да, как коренном народе. Я за. Но с точки зрения того, что мы сегодня хотим вернуть Крым и Севастополь в лоно Украины, и просто одним желанием, что вот мы сделаем национальную автономию, и какая реакция на том же Крымском полуострове, да, там же не все предатели, там не все не любят Украину. И среди украинцев, среди русских, и среди нерусских. Даже те, кто говорят там, а вот типа недовольны действиями России, и что происходит, когда Крым стал российским, да, они говорят, а мы если сюда вернемся, а вы нас там татарской автономией сделаете, ну разная же реакция есть, да? Мы понимаем, это однозначно, долгий спич был у Сергея Владимировича, однозначно нет. У меня вот вопрос к вам, как не крымского татарина. Чем пугает автономия? Автономия — это про обычно гарантии коренным народам, которые являются меньшинством на своей территории. Что она в себя включает? Обычно это язык, гарантированное представительство минимальное в органах власти, и, как в Соединенных Штатах или в скандинавских странах, это рента от природных ресурсов на развитие народа, который находится на своей территории. Больше, в принципе, никаких, по два раба крымские татары не собираются иметь, да, навязывать кому-то какое-то обрезание не будут делать. Почему это так пугает? Меня это, во-первых, не пугает. Во-вторых, я хочу... То есть вы однозначно за крымско-татарскую автономию? Я скажу так, я не против, это раз, а дальше разовью свою мысль. Но я просто хочу немножко откомментировать Куницына. И, к счастью, Сергей Владимирович не влияет сегодня на украинскую политику ни напрямую, ни косвенно. Поэтому за этим высказыванием ничего нет. А вот теперь в отношении того, что сегодня пугает жителей оккупированных территорий. Кстати, это абсолютно проецируется и на Крым, и на Донбасс. В первую очередь неопределенность, отсутствие обсужденных, широко обсужденных в обществе, здесь на свободной территории и, безусловно, может быть, не свободно, но обсужденных на оккупированных территориях правил совместной жизни после возвращения этих территорий. Потому что Кремль последовательно работает, он пытается замонолитить там ситуацию. И в Крыму, и на Донбассе людей пугают разными страшилками. В Крыму в первую очередь они говорят вообще любые даже не разговоры, а мысли о нероссийском статусе Крыма уголовно наказуемы. Да? Вот. А в принципе они говорят о том, что так вот если что-то, то мгновенно вы все попадаете под репрессии. И, к большому сожалению, кроме заявления, разнокалиберных и разноплановых заявлений украинских чиновников на тему, да нет, мы там это считаем преступлением, мы это не считаем, кто-то там словоблудит и постоянно говорит о какой-то амнистии, но я не думаю, что это кому-то душу загреет в Крыму, если будет амнистировать там Аксеновых, еще кого-то. Это просто общество не допустит. Так вот, очень важно, чтобы власть предложила четкие правила. Кто жертва оккупации, а кто преступник. А как наказывать будем? Потому что у нас уголовный кодекс, еще такой, знаете, кондовый советский по сути своей. И, конечно же, там он не учитывает реалии вот сегодняшних войны, оккупации. И одной меркой подходят, к примеру, к тому же Аксенову, предателю высшей марки. Да, директор школы там вообще ни при чем. А, допустим, к бабушке-пенсионерке, которая в селе, там с дуру или за деньги пошла поработать в участковую избирательную комиссию на незаконных выборах Путина в Крыму. И
И для Аксеновой, и для этой бабушки это 111 Не знаю, вы сторонник, Да. этот закон о реинтеграции или об ответственности, как он Не-не-не, это назывался? закон об ответственности, о дифференцированной ответственности, и он лежит сегодня на столе. Потому что, ну вот свежий пример. Ну, ему года 3 уже, да? Нет, мы, знаете, мы его сознательно не давали в руки предыдущей власти, потому что, ну, уже к выборам степень доверия к этой власти была такова, что любой самый лучший закон, внесенный ими в парламент, он сразу вызывал бы недоверие. Но уже 1,5 года этой новой власти. Вот мы положили на стол и, ну, практически ознакомили с сутью этого вопроса. Очень Кого? многих Кого из людей. близкого окружения? Ну, условно говоря, Алексей Резников, который поддерживает, он уже высказывался неоднократно. Многих людей в администрации президента или в офисе, как сейчас это называется. Но надо последнюю точку поставить. И эта точка не внесения в парламент. А раз мы об этом Сейчас. говорили, чуть-чуть. О каком количестве людей идет речь, которые понесут ответственность? Ну, Я понимаю, что они будут варьироваться там в зависимости от должностей и содеянного, да, как бы там преследований проукраинских активистов, крымских татар и прочее, но о каком количестве может идти речь? Смотрите, я вам приведу цифры вот по Крыму и Донбассу. Если ничего не менять в Уголовном кодексе Украины, вот просто ничего, и если не доводить до абсурда, ну, скажем, вот всю эту работу по оценке тех или иных деяний граждан Украины на оккупированных территориях, то под действие неизмененного Уголовного кодекса попадает примерно 1 миллион человек в Крыму и на Донбассе. Это абсурд.